Их называют серыми не из-за цвета, а потому что вычислить их держателей практически невозможно. Сим-карты-невидимки, приобретая которые, покупатели вряд ли задумываются, что становятся настоящими спонсорами для злоумышленников. Проданная преступным путем без предоставления какого-либо документа сим-карта может обернуться серьезными проблемами для абонентов. Но несмотря на это, продавцы такого сомнительного товара все же находятся. Впрочем, как и желающие его приобрести. Без документов я покупал. А вообще не спрашивали ни документов, ни имени, ни вообще никаких-либо... Настолько ли высоки стремления дилеров и продавцов получить быстрый доход, что они могут продать сим-карту без предоставления паспорта любому желающему? Чтобы ответить на этот вопрос, мы со съемочной группой решили провести свою контрольную закупку по точкам сотовых связей. Когда вы ставите телефон, потом смс приходит, потому что у вас номер. Извините, у меня сейчас просто нет паспорта с собой. Можно будет его как-то провести? Нет. Документов нет, да? Ни в коем случае. Только Хорошо. Приобрести сим-карту оказалось не так уж и просто. Как видно, на всех точках, где мы пытались купить нелегальную сим-карту, нас попросили предоставить паспорт. Паспорта нет, к сожалению. Без паспорта нет, да? Никак. Без паспорта вы не берете? Но если никакие уговоры не помогают купить серую сим-карту, откуда берутся номера-невидимки, обладатели которых могут совершать звонки, не регистрируя свои персональные данные, как того требует закон. Находящиеся в незаконном обороте карты связи могут порождать новые виды мошенничества, а то и вовсе использоваться в террористических целях. Чтобы усилить безопасность граждан, с 2016 года Управлением Роскомнадзора совместно с региональным МВД ведется работа по пресечению такой бойкой торговли. В 2017 году было таких мероприятий около 24. Из них подвержены административному штрафу в виде наложения административного штрафа в сумме от 2 до 5 тысяч, как и полагается по Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации. И дальнейшая информация передается оператору связи, который принимает уже со своей стороны к дилерам и субдилерам свои меры пресекательного характера. В июне этого года в законе о внесении изменений в федеральный закон о связи появятся новые пункты, согласно которым в случае, если персональные данные фактических пользователей не будут совпадать со сведениями из абонентского договора, оказание услуг связи таким абонентам могут прекратить по запросу МВД или Роскомнадзора. Реализация происходит по принципу закупа больших объемов сим-карт, количества сим-карт фирмами-однодневками. В итоге они становятся тарифным планом, допустим, корпоративным, за счет чего они как бы считаются выгодным использование их. И в последующем будут, в закон, опять же, вноситься изменения, лимитирующие количество этих сим-карт, которые будут приобретаться фирмами. Помимо этого, если вдруг сим-карта будет оформлена, допустим, на подставное лицо или на лицо, которое даже не уведомлено о том, что у нее есть сим-карта, эти сим-карты опять же будут блокироваться. Во избежание проблем жителям республики необходимо обратиться к операторам связи, выяснить наличие незаконно оформленных на их имя сим-карт и, если таковые имеются, аннулировать. А обладателям пустых номеров правоохранители настоятельно рекомендуют приобрести чистые сим-карты. Жарайдат Халухоева, Марбек Мержоев, Новости 24.